Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на этот канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чем удивит, чем порадует вас месяц май? Что вам по судьбе, чего не миновать, чего не избежать, чему точно быть? Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас у нас скрыто. Твою мать, высшие силы знать. Ничего так. Так, ну давайте разбираться. Мои хорошие, помните, что отсыпка у нас общая, не все и не у всех отыграется. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Смотрите, здесь с левой стороны вам выпадет сразу две возможности, два шанса, две возможности, два варианта. Здесь хорошее событие, но оно вас застанет врасплох. Что важно? Важно ничего не отказываться, либо важно вовремя среагировать, потому что за вашей спиной там целая очередь выстроилась желающих получить такие же возможности, такие же шансы. Если вы будете медлить, вот поверьте, затопчат. Да, вот прям побегут на эти возможности и затопчат. Здесь стратегия, кто первый, тот и в тапках, понимаете, тот все себе и забрал. Старайтесь везде и всегда на протяжении всего месяца быть первой, приходить вовремя, все делать к сроку, а может быть даже и заранее. Вот, это очень важно. В этом залог вашего успеха. Ни от чего не отказываться, совсем соглашаться, все брать, принимать и, конечно же, не упускать всех возможностей, которые появятся. Их будет много. Их будет много, но вот две просто какие-то невероятные, чудесные, феноменальные. Вот эти две вы как хотите, но вы обязаны взять. Все. Дайте честное слово, что вы это сделаете. И не надо сомневаться, не надо сомневаться. Вот сомнение — это путь в никуда. Путь никуда. Помните, что за вами целая очередь из желающих стоит, да, получить такие же возможности, а они вам выпадут. Так, в самом центре два человека соединились в единое целое. Два человека. Здесь мужчина в ударе, а женщина очень счастливая. Возможно, вы ждали этого момента, мечтали об этом моменте, небеса просили об этом моменте. И вот он, пожалуйста, наступил. С кем-то вы сойдетесь, объединитесь, помиритесь в конце концов. Да? Возможно, вы уже в отношениях, но какая-то кошечка между вами пробежала, и вы, например, поссорились, поругались. Нет единства. Вы как разошлись и никак не сходитесь во взглядах, во вкусах, в восприятии жизни. Ну, в любом случае, вижу, что вот соединение, два человека соединяются в единое целое. У кого-то это новые отношения, либо как новое даже знакомство, которое очень быстро приведет к таким чудесным взаимоотношениям. Так, у меня потухла свеча, извините. Без свечи сложно, не все видно, не все понятно. А вот со свечой хорошо. Свеча, она очищает пространство. Так, идем дальше. Поломанное дерево оживает. Но это больше похоже на семейные взаимоотношения с родственниками, например. Либо люди, которые шли к разводу, либо даже развелись, они могут воссоединиться. Опять же, вы все разные, тут подробностей практически нет, кроме того, что вот, излом, он начинает затягиваться, и дерево, видите, листву дает, листву.
То есть либо вы примиритесь со своим бывшим, бывшей, либо в семье среди родственников наступит мир, примирение, восстановление. Хороший знак на самом деле с правой стороны. Но так должно быть. Так должно быть и так будет. Чуть выше у меня образ человека, который в своих руках держит огромный ключ. Ключ от счастья, ключ от квартиры, где деньги лежат. Ну, много-много может тут вариантов придумать. Но это вы, и этот ключ, он просто бесподобный. Опять же, да, вы все разные. У кого-то отыграется, вы поймете, что вам нужно в этой жизни, вы добьетесь того, что вы там хотели, ждали, надеялись. И также, возможно, вопрос с недвижимостью, с жильем у вас решится именно в мае. Но ключ просто гигантский идет. А вы, похоже, как в капусте находитесь. В капусте. Ну, то есть это прекрасно, прекрасно. Капуста — это же деньги. Капуста — это же материальное благополучие. И этот ключ, вы его так держите, вы на него смотрите. Ой, ну чудесно. Дай Боже, да поскорее, да побольше, и да поудачней. И еще дорожки вам тут выходят. Вот вы как хотите, но у кого-то прям отпуск. Отдых идет. Понятно, что, к сожалению, не у всех отыграется, но у кого-то такая возможность вот четко идет. Поехать отдохнуть, поехать расслабиться, просто дома, может быть, выспаться, да, посидеть дома, выспаться в конце концов. Но здесь вот отпуск идет. Он не долгий, но его достаточно для того, чтобы отдохнуть, восстановить силы. Так, дороги у вас и справа, и слева. Смотрите, слева дороги у вас короткие, справа у вас дороги с изгибом идут. Ну, давайте так. То, что справа, это то, что мы планируем. Возможно, что-то будете корректировать по ходу событий. Возможно, не все так получится, сложится, как вы представляете, но тем не менее дороги будут. А вот слева у вас дороги вот четкие, короткие, прямые. То есть все, что будет неожиданно, вот неожиданно нужно куда-то ехать, да, какая-то вот необходимость появляется. Все очень легко и удачно у вас проходит. Ну, видите, бывает, такое в жизни бывает. Так, еще маленькая такая корона. Борьба за маленькую корону. Да, она маленькая, но это же корона. Это же корона. Причем я вижу, что у вас нет каких-то особых амбиций, что это моя корона, меня коронуйте. Но амбиции есть у другого человека, который с вами будет за эту корону бороться. Вас очень удивит поведение этого человека, поступки этого человека. Вообще, в принципе, да, что человек на такое способен. И чисто из принципа вы эту корону себе заберете. Скажете, ну, раз ты нехороший, невоспитанный человек, да, редиска, тогда корону я беру себе. Ты ее просто недостойна, либо недостоин. И вот вижу, что корона будет ваша. Для вас как-то очень легко будет победить этого человека, либо отобрать эту корону. Может быть, она по праву ваша, да, а человек просто на нее претендует. И так может отыграться. Но вижу, что эту маленькую корону вы себе заберете. Так, чуть выше. Какой-то праздник вас ждет. Праздник в обществе очень хороших, веселых и добрых людей. Ну что у нас может быть там? Пасха, майские праздники. Может быть, чей-то день рождения. Может быть, даже как свадьба. Крестины могут быть. Да? Вот какой-то идет праздник очень теплый, позитивный. Там будет так весело, так интересно. Какие-то невероятные впечатления вы испытаете. А кто-то именно на празднике с кем-то познакомится. Опять же, да, возможно, вы познакомитесь с этим персонажем, с кем вы потом объединитесь. А кто-то познакомится с очень ценным, нужным и важным человеком. Человеком, который с легкостью может решить какие-то ваши задачи либо проблемы. И так может быть. Но праздник, вот он прям запомнится вам чуть ли не на всю жизнь. Вот чем-то светлым, позитивным и таким добрым-добрым. Хороший праздник. Так, еще женщина рядом с ребенком. Ребенок. Удачно пристроить ребенка. Может быть, это что-то связано с учебой, может быть, какими-то курсами, экзаменами, поступлениями.
спортивной подготовкой. Если это, например, взрослый ребенок, то благодаря вам, может быть, удастся удачно работу найти, да, на работу поступить. Тут ребенок вокруг вас, он хороводы водит. Благодарить вас будет, да, за ваше участие, за вашу помощь. Хороший знак. Девушки, женщины, у кого прям дети совсем взрослые и живут где-то прям далеко от вас. Здесь явно будет встреча, и явно вы будете окружены вниманием своего ребенка, любовью, вниманием, подарочками. В общем, будет очень приятно. Так, еще я вижу человека в возрасте. В возрасте человек не молодой, абсолютно не молодой. И дорога. Дорога. Может быть, это ваша мама, бабушка, дедушка, папа. Да, прям взрослый возрастной человек. Дорога. В какую-то дорогу отправиться. С правой стороны. Но дорога важная. Важная. И знаете, вы будете переживать, но человек этот путь преодолеет. Причем как-то легко, бодро, шустро. Еще вас удивит. Еще вас удивит, да, что смог, что доехал, что совершил этот вояж. Такой хороший момент. Для вас это прямо как бальзам на сердце идет. Горы у вас перевернулись. 2 горы точно перевернулись, а 3 на подходе. Но горы — это проблемы, это трудности, это неразрешенные ситуации. 2 точно переворачиваете, а вот 3, она вот как пошатывается. Возможно, ситуация перейдет с мая на июнь. Но это не страшно, это не критично. Главное, что она уже шатается, да, на волосиночке держится. А вот 2 точно перевернутся. Так, очень много у вас через весь месяц проходит разговоров. Разговоры могут быть как личного характера, тет-а-тет, также телефонные разговоры в телефоне и благодаря, например, интернету, да, переписка в мессенджерах, может там видеосвязь. Очень много разговоров. Здесь и вы через разговоры получаете информацию, и также вы через разговоры информацией делитесь. Много-много будете говорить, и говорите вы именно по делу. Здесь нет пустого, здесь все важное, все ценное идет. Так, учеба. Учеба для вас уже получается. Чему-то новому научитесь. Либо начнете обучаться чему-то новому. Да, можно научиться и за несколько часов, а можно учиться там несколько лет. Но вот вижу у вас именно обучение чему-то новому. Для вас это очень полезно, хотя будете сопротивляться. Может быть, времени не хватает, либо вы скажете, зачем мне это нужно? Нужно. Нужно и пригодится. Вот поверьте. Причем пригодится как-то прям совсем в коротком времени. Вот вы там обучились, получили эти новые знания, и буквально там в течение, не знаю, недели, пары дней у вас уже идет применение этих знаний. Так, еще я вижу шкодный персонаж с кнопкой в руках. Желание подложить вам эту кнопку, желание уколоть вас чем-то. Мужчина либо женщина, не могу вам сказать точно пол этого персонажа, но вот с кнопкой несется в вашу сторону, но падает и сам же об эту кнопку колется. Ну вот, бывает же, бывает. Это будет очень смешно. Это будет очень показательно, и, возможно, даже человек вас начнет обвинять, что вот ты там меня сглазила, либо ты меня там прокляла, либо еще что-то мне сделала. Но представляете, да, какого ума человек хотел вам сделать гадость, высшие силы не дали, показали, что не надо делать, либо желать гадости, иначе сам это получишь. А человек вас еще обвиняет. Ну, каждому свое, что поделаешь, каждому свое. Так, еще вижу мужчину полненького, у которого со здоровьем вопрос решится. Ну, не полненький, может быть, просто в теле, да, вот разные бывают типажи, разные фигуры. Вот этот мужчина, он в теле, он не такой, не дрыщ, он в теле. Вот вопрос какой-то по здоровью, может быть, какое-то обследование, может быть, какое-то состояние. Вот вижу, что у вас вопрос решится. Решится, причем очень хорошо, удачно для вас.
И еще по поводу здоровья. Глаза, ухо и, скорее всего, рот, горло. Могут быть моменты, ну, типа, я не знаю, ринита, наверное, какого-то, ОРВИ, либо даже аллергия. Да? Не, в принципе, одна и та же симптоматика идет. Вижу, что в начале месяца и в конце месяца может такое быть. Не у всех, у кого-то вот я вижу, что может быть. Но видно, что вы то ли о себе не заботитесь, либо так, немножко наплевательски к себе относитесь. Здесь вот чисто показывают с левой стороны. То есть, скорее всего, что-то не то делаете. Может быть, оголяетесь, когда погода еще не позволяет. Может быть, общаетесь с людьми, которые вирусят. Может быть, у вас действительно аллергия, а вы не принимаете гистаминные препараты. Да, может быть. Но береженого Бог бережет. Да? То есть надо собой заниматься, ребят. Надо заниматься, чтобы не было таких моментов. Так, дракон у вас маленький, ну прям крошечка. Крошечка, знаете, как будто бы только-только вылупился. И нужно этого дракончика и кормить, и беречь. Это ваш успех, это ваше достижение, это ваше вот успешное начинание. Маленький, крохотулечка. Еще, смотрите, вон крылышки такие крошечные, хвостик маленький. Надо его поберечь, потому что на вашего дракона будут заглядываться другие люди. И каждый тоже себе захочет такого дракона. Возможно, даже придется отбиваться от других людей, чтобы ваши себе не забрали. Но если вы работаете, чем-то занимаетесь, может быть, какой-то стартап начинаете, вы к своему успеху идете, но успех нужно вырастить, да, его нужно вырастить. Первые положительные моменты, первое признание, первые достижения, но берегите от завистливых людей, от глазливых людей, от конкурирующих с вами людей. Берегите, хольте и лелейте, и поверьте, этот дракончик вырастет, и уже все тогда у вас удачненько сложится. Надо беречь своего дракончика. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.